Талака или хашар – так среди крымских татар называют коллективную помощь тем, кто в ней нуждается. На минувших выходных волонтеры Ачех Юреклер организовали такую поддержку семьи Асановых, в которой после продолжительной болезни скончался глава семьи. Его супруга и годовалый ребенок живут в доме, который находится практически в аварийном состоянии. Позвонила девушка, сказала, что вот такая ситуация. Мы приехали, муж еще был живой. Когда мы приехали через 2 дня, уже он скончался. Вот на сегодня у нас есть план сделать навес для дров. Потому что здесь нету ни света, ни газа. Мы сделаем, получается, в дома маленький ремонт, косметический. Будем помогать, не оставим. Рак хастасы. Bu sizin ağanız doğru? Kardeşim olaydı. Условиялар yok, sıcak yok. Şunun için özüme aldım. İnşallah bunu ремонтunu etsek, onlar da geçecekler yaşamağa inşallah. В благотворительной акции приняло участие более 10 человек. Работа началась с раннего утра. Привезли инструменты, стройматериалы и приступили к восстановлению дома. Увидел в интернете клич на помощь, решил приехать помочь, сделать доброе дело. Чем можем, тем поможем. В чем плюс? Сплоченность народа, такую тяжелую минуту, поднять, что мы, показать, что мы единые, что в любой сложной ситуации мы можем собраться вот так и помочь. İşte балалар хабар еттілер, более қоранта бар екен, более алда қалған екен. İşte мен де қосылдым. Біздің борышымыз қосылмақ, ярдым етмек, более тедбірлерде халықтың бірлестіре, адамларын бірлестіре, бір-бірімізге ярдым етмек керекміз. В результате плодотворной работы мужчинам удалось залить стяжку вокруг дома, сделать навес и сливную яму, провести небольшой косметический ремонт. Семья Асановых благодарна каждому, кто откликнулся на призыв о помощи. Allah yardımcı olsun sizge. Çok sizge sağ olun maşallah. Bizim halkımızga birlik olayık inşallah.